Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 30 августа 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити и Аслан Арцуев. Это мой ТикТок, сегодняшний стрим, эфир в ТикТок. Но эту запись я помещу у себя на YouTube канале Reality. Заходите, записывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. И да сопутствует нам удача. Так, друзья, как обычно, начинать свой стрим я буду со сводок с фронтов от Генерального штаба Сбройных сил Украины. И, как обычно, расскажем про потери. Потери последние дни у оккупантов особенно больше потерь. 450 единиц оккупантов уничтожено за сутки прошедшие. Итого цифра достигла 47 550 человек. Танков 1954 всего, 7 за сутки, 25 бронированных машин. Если вы помните, я каждый раз, когда рассказываю, то у нас цифра колебалась убитых 100, 150, 180, там вот в пределах этой цифры, в пределах 200 бывали обычно средние дни. Сегодня 450. Это говорит о том, что бои идут интенсивные. Также боевые бронированные машины, 25 штук уничтожено, тоже очень много по сравнению с другими днями. Ну, по крайней мере, более-менее спокойными днями. Мы не говорим про первые дни, когда украинцы просто сносили все и вся. Артиллерийских систем 1079, 19 штук за сутки, 282 РСЗО, 3 за сутки, 151 антиаэркрафт, 2 за сутки, 234 вертолета всего и 0 за сутки, и 204 вертолета и 1 за сутки. С чем я поздравляю всех нас. 847 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 штуки сбито за сутки. 1196 крылатых ракет, 0 за сутки, 15 кораблей катеров, 0 за сутки, автомобильной техники и цистерн 29 за сутки. Итого их стало 3217 и 103 специальной техники, 2 штуки за прошедшие сутки. Ну и как тут не сказать, слава Украине. Слава Сбройным силам Украины, великому украинскому народу, который бьется за всех нас, без преувеличения. Друзья, перехожу к вашим комментариям. Так, Ахмад Псина. Так, ну хватит ругать на Ахмата. Откуда такие цифры? От Сбройных сил Украины. Так, Даял Мушрик бо окво. Арцабош до чуден. Так, друзья, слава Украине и Грузия с ними. Гамарджоба Генацвале, Грузия, Джорджия. Витаю вас. Так, друзья, пока собираемся, напоминаю, мой канал на YouTube запрещен в фашистской России по решению фашистского Роскомпозора. Поэтому подписывайтесь на мой комментарий, распространяйте ссылку на наш комментарий. Нам всячески мешают, нас везде блокируют. Поэтому призываю вас как можно больше распространять ссылку на наш стрим. Также напоминаю вам, что если вы будете ставить лайки, чем больше вы поставите лайков, тем больше нас будут рекомендовать. Так, харчмо, хажае, хом бешем хаятер, бусел ба хаятер, бусел бникуатен. Да худие бог. Хоки беш царилшен ханни комментариш язде бисагятсо. عجين بوش خنات عجين مال هايش خنات عبرشم يا بوش بقي بيش قناش بوش ليل مليلا ناخ اوتسل بيرشيوش مايلا تيرسي مقانديه هيتش تعومي مواتش عين بولنا نيرسي
Так, ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Дику далбу хастам. Ва алейкум ассалам, Робин. Так, тут зашла одна скотина, которая всячески пытается сбить наш стрим. Это существо подрусское, подхолопное, пытается сбить. Я не хотел никого здесь банить, но вот эту чмо я вынужден просто забанить. Саномер еш мавацо, саномер ельшт ие бёш мавацо. Чуи ан бёшио цум. Соху Гамбурге масана мичаахаун. Дауай российский посольство, что мичаахати. Цер хаюйцер юрвик. Хаюли кузак ай қастештек. Қастиен бёш доц. Хоз. Эйнц бан тугон. Бан юритон. Und шахо бёш яц. Да хо ичхена. Неран хиллил васю. Хоцахум юмач. Инц айнил. Тундела хода йоққас. Atnera nino wassan yoqon, senin wassan sa yoqon, sunam wassi sa guatsara. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Я Адыгеев. Витаю, Адыгеев. Витаю, Дён. Так, друзья, Улкшмуду это интересуется парень я не могу разобрать, чей флаг, киргизский это флаг или казахский. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Зелем. Машаллах, брату. Машаллах. Так, друзья, как бы я не могу пройти этой информации мимо. По мнению германского канцлера страны Западных Балкан, новость от «Голоса Америки», друзья. По мнению германского канцлера, страны Западных Балкан, Украина, Молдова, а в перспективе Грузия должны присоединиться к блоку. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что его страна будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, и призывал к расширению ЕС, чтобы включить в него Украину, Молдову и Грузию. На фоне вторжения России в Украину Шольц призвал 27 членов ЕС сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения, изложив свое видение будущего Европы в речи в Карловом университете в Праге. Наша Европа едина в своем представлении о мире и свободе и открыта для всех европейских стран, разделяющих наши ценности, сказал он. По его словам, в последние месяцы Германия претерпела фундаментальные изменения в вопросе военной поддержки Украины. Господи, благослови Германию, могу сказать. Мы будем продолжать эту поддержку надежно и прежде всего так долго, как это потребуется, сказал он, собравшись в университете аудитории. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен повторила обещание поддерживать Украину столько, сколько потребуется в своей речи в Словении, призвав к новому стратегическому мышлению для поддержания европейских ценностей. Фон дер Ляйен подчеркнула, что прогресс стран Западных Балкан на пути к членству замедлился из-за международных игроков, включая Россию, которые стремятся подорвать создание демократических институтов и верховенства закона. Пандемия COVID-19, теперь и война в Украине вызвали обеспокоенность лидеров по поводу уязвимости Европы экономическим, политическим, социальным потрясениям. Ну и так далее. Короче говоря, у нас произошли фундаментальные изменения. Фундаментальные. И это говорит о том, что разные ублюдки, которые здесь, в Германии, которые мне сейчас только что писали в том числе, уедут к себе в родную говень и будут жить там. Потому что здесь этим подрусским подхолопникам здесь жить нет необходимости. Так, переходим к вашим вопросам, друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что ставите. Улкшмуду. Так, ассаламу алейкум. Это все было, это было. Ассаламу алейкум. Ичкери, алейкум салам. Кепка огонь. Дуже дякую. Так, к нам сказочник зашел. Фон дер Ляйен никто. Элен Маск. Вот мне кажется, вы больше никто, чем фон дер Ляйен. Почему-то мне так кажется. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Машволь.
Друзья, тоже очень важная информация. Я напоминаю еще раз, я буду об этом вновь и вновь напоминать. Мы на войне против русских оккупантов выиграли 3-4 тысячами наших бойцов. И воевать русские не умеют. На войне воевать русские не умеют. Это 100%. Духа, мотивации нет. Ну, в принципе, это объяснимо. Оккупационные, захватнические войны, они никак не прибавляют духа и мотивации для солдат. И это понятно. В итоге мы выиграли войну, первую русско-чеченскую, но проиграли в тылу. Сейчас ситуация разворачивается ровным счетом, также и в Украине. Мы знаем, что руководитель СБУ оказался предателем и сбежал в фашистскую Россию в 2014-2015 годах. Министр обороны, министр внутренних дел, президент. Ну, фактически все силовое руководство оказалось коллаборантами, предателями, тайными предателями оказались. В итоге получилось сегодня Украина дает гражданство Александру Невзорову. Помните, недавно было видео, я у себя и на канале это видео выкладывал, где стоит какая-то ублюдина с черепом украинца, как он говорит, это череп украинца, на сцене в клубе и рассказывает, как они его убили, и вот они воюют с идеей и так далее, и так далее. Вот то же самое делал Невзоров. Вот этому Невзорову Украина сегодня дала гражданство. Потом разный Пономарев тоже получил гражданство, Илья Пономарев, ну и так далее. И когда ты задаешься вопросом, ребята, почему вы даете гражданство, почему вы приютили вот эту змею у себя на груди, для чего вы это делаете? Некоторые говорят, что таким образом там налаживаются мосты, что мы хотим как-то что-то изменить в российском сознании, в российском обществе, там, ну, какие-то там конспирологические версии, что вот мы справимся. Не справитесь, ребят. С этими людьми вы не справитесь. Это провокаторы. Понимаете? Это провокаторы. Самые настоящие. Как мы видим, Илья Пономарев, например, спокойно проживает в Украине, организовывает террористические акты, берет их ответственность фактически на себя, заявляет, что эти люди действуют по его заданию и так далее. А в итоге получается спецоперация ФСБ я считаю, что Дарья Дугина, она не убита. Это так, моя версия. Ну, не стопроцентная, но на процентов 95 я уверен, что она не убита. Что это такая инсценировка. Но сам факт, что за этим стоит ФСБ, это не вызывает ни у кого сомнения. Там могут быть замешаны украинцы, там могут быть замешаны кто угодно, но факт, что организаторами и заказчиками вот этого террористического акта являются ФСБ и ГРУ. Так как Дугин сам имеет отношение к военным, ГРУ, но над ними всеми стоит Патрушев, который объединяет и военных, и ФСБшников под одно крыло. Ну, тем самым пытаются сейчас дискредитировать. Сейчас планируется суд над украинскими военнопленными в Мариуполе. И покажут, что украинцы творили зверства, там манипуляции, фальсификации, это все будет, это мы все увидим. Конечно же, мы это разоблачим, потому что 100% любая ложь всегда имеет слабые стороны и изъяны. И легко ее можно, не всегда легко, но ее можно всегда разоблачить, эту ложь. Вот такого плана вот эти люди приносят пользу.
Вот я имею в виду так называемых оппозиционеров. Невзоровы, Муждабаевы, эти, как его, Пономаревой, ну и так далее, и так далее. Поэтому, если вы их, украинцы, не выкинете к чертовой матери, то я вам могу с большой вероятностью сказать, что ну, это, в общем, будет плохо, скажем так. Слава богу, сейчас американцы подсуетились, там еще больше происходит союзнические сближения между Украиной и Соединенными Штатами, что не может не радовать, конечно, это очень хорошо. И будем надеяться, что вычистят всю эту грязь. Так, друзья, перехожу к вашим комментариям. Смотрю, тут много вот этих набежало. Очень много, очень бедолашки, короче. Согласна, русские воевать не умеют. Так, да, Елена, не умеют. А ты сам воевал? Нет, я не воевал. Так, итоги от Херсона, только первые 3 буквы взяли. Ты про оккупантов? Ты опять, если ты выиграл, что ты в Германии делаешь? Ну я ж тебе только что, дебил, объяснил, что мы выиграли на фронте, проиграли в тылу. Понимаешь? Дебилоид. Так. Хауя масу обрек. До того бешивач мухариш, алиш. Русский, что делал Германия? Ты ответь тогда. Так. Все, что вы завоевываете, это ТикТок. Так. Недобитки Вов. Ага, а украинцы едят тортики с изображением Младенцева. Говорят, что ты был в команде... Девдям, поет боч на душу. Отцо, бешь дочь. Даже, я, знаете, удивляюсь вас, я обращаюсь к чеченоговорящим ублюдкам, которые сейчас сюда заходят и пишут разные гадости. Я, знаете, чего удивляюсь? Я не удивляюсь, что вы такие конченые. Я удивляюсь того, что настолько конченые. Ну как вообще вы такие, а? Вот, моя ледорумщик уж. Так, что ты будешь говорить, когда от Украины только название останется, говорит. Виталий, от Украины не только название, от Украины останется мощная, великая страна с мощнейшей армией, с суперэкономикой. И если украинцам хватит мудрости и стечение обстоятельств будут благоприятствовать этому, я тебе гарантирую, что Украина станет ведущей европейской страной. То, что фашистской России даже не снилось. Не то, что вас Европейский Союз не приняли, не то, что вам визы не отменили. Вам даже не снилось, какой станет Украина. Если она сумеет сохранить отношения с Соединенными Штатами и Великобританией. Запомни. Так, Обрешка поделился моей трансляцией. Чего? Будешь теперь с другого заходить, Обрешка? Хадему, Обрек, хадему. Так, Обрешка. Ахмад Псина, говорит. Ахмад Псина. Так. Чё яцк ночи, чё яцк? Почему Невзорову дали гражданство, а чеченским добровольцам, воюющим с 2014 года, не дали? Совершенно верно, националист, абсолютно так. Также не дали Борису Стамахину. Это один из немногих, можно сказать, ну мне известно, единственных русских, россиянцев, которые на самом деле боролись. Даже когда СБУ помогала этой России, этот Борис Стамахин боролся против вот этой фашистской ГБшной власти.
И ему не дали. Ему даже этого политического убежища не давали долгое время. Еле-еле вот сейчас дали. И то огромнейшее спасибо, что дали хоть на это. А чеченских добровольцев, которые там есть, внесли в списки. В списки неблагонадежных. Помните, перед самой войной их всего лишили? Санкционные списки внесли. Так. И мудрости не хватит. Я очень надеюсь, что хватит. Я очень надеюсь, что хватит. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Хомилу. Свою зарваться. Как это произнести между буквами? Это не один. Это как ай, палочка, или эл большая. На чеченском языке это произносится как а. А. Почему все, кто говорят Ахмад Сливу, это какие-то греки, русские и прочие? Потому что нормальные чеченцы никогда не будут поддерживать предателей. Почему чеченцы отдают жизнь за Украину? Пусть сохранят для освобождения Чечни. Боксинг. Ну, давайте так. Скажем прямо. В Украине против Украины воюют не только чеченцы, но и украинцы, не будем забывать. Когда мы сражались с фашистской Россией, 12 украинцев приехали нам помогать, и на этом помощь, в принципе, ограничилась. Весь мир, я сейчас не Украину одну упрекаю в этом, весь мир отвернулся от нас и оставил на съедение людоедам. Так вот, многие чеченцы поняли, как мир поддал, жесток и лицемерен. Некоторые своих детей отдают в силовые органы для того, чтобы их не убили просто. Всю семью не убили, и этого молодого человека не убили. Потом идет массовая пропаганда, и молодые чеченцы, которые не хотят работать на стройках, а другой работы нет. Есть мечеть, спортзал и концертный зал. Все. Это вас развлекают концертами, мечети вам мозг выносят, закладывают вот эту свою нехорошую вещь, не буду называть, чего они там накладывают им черепную коробку. Ну и тренироваться, и спортзалы. Поэтому у чеченцев меньше вины в том, что они воюют, я имею в виду кадыровцев, воюющих против Украины, я их не оправдываю абсолютно, чем у украинцев, которые предали свою родину. И не всегда верно постоянно нам кадыровцы, вообще, когда говорят чеченцы, это вообще неправильно, потому что чеченцы воюют на вашей стороне. Не надо акцентировать на этом. Против вас ведется русская империалистическая война. Вы ведете национально-освободительную войну. И кто там на той стороне? Буряты, чеченцы, дагестанцы, не имеет значения. Русский мир к вам пришел. А с вашей стороны не имеет значения, русский защищается или кто-либо другой защищает Украину. Это немножко шире, чем нам пытаются преподнести, и некоторые придерживаются именно вот этих нарративов, которые навязывают нам. Так, я перейду к вашим комментариям. Сейчас найду только. Как произнести хо? Мне интересно, как они. Хо, ты. Хо. Не хо, говорят русские. Хо, когда по-чеченски говорят. А хо. Горловой звук. Хо. Ты, значит. Так. Привет из Грузии. Привет, Кеннеди. Грузия, привет. Флаг Америки у вас в лидерах. А почему не флаг Ичкерии? Почему не развернул?
Ну, во-первых, потому что это большой флаг, который мне прислали с Америки. И я его повесил, потому что он очень красивый, очень большой, и мне очень нравится. Флаг Ичкерии висит рядом, и все нормально. Не волнуйся за Ичкерию. Правда, что Грузия в 90-х признала Ичкерию, и Масхада даже приезжал в Тбилиси навстречу. Да, в 92 году Зviad Гамсахурдия признал Чеченскую республику Ичкерия, и это подтвердил потом правительство Саакашвили. Все документы, которые указы были приняты Гамсахурдия, подтверждены нынешним, ну не нынешним, предыдущим. Это говорит о том, что и ныне этот документ существует. Это было при Дудаеве, тогда Масадова не было президентом. Да, это правда. Грузия первая признала Чеченскую республику Ичкерия. А на кепке что? Да, Dark House, кстати говоря. Я на кепке как и не обратил внимания. Как 12 украинцев. Сашко Белый есть видео в Грозном, отряд 200 человек. Ну, Сашко Белый, конечно, так, может, сказал, да я видел это видео. Но я вам скажу, это не так. 12 человек было. 12 или 14 человек. Они проводили супер хорошие, успешные операции. Были погибшие, по-моему, 3 человека погибли. В честь них были названы улицы тогда еще в городе Грозном, позже город Джахар. И я знаю у людей, у которых они жили, я их сам видел, некоторых, Сашко Белого, я не помню точно, он был или нет, но вот я их всех-то, не всех-то видел, женщину, девушку видел с ними тогда. Я был молодым, мы ходили смотреть просто, как на диковинных людей. И я знаю, у кого они жили, с кем они передвигались. И Джахар Дудаев сказал, что в целях того, чтобы с ними ничего не случилось, в целях, чтобы эти люди остались живы, их нужно эвакуировать, спасти. И вот потихонечку им не дали, потому что там на них фактически началась охота. Они очень большую роль играли в пропагандистских целях, и русские просто исходили желчью, злобой. Так, дальше. Так, здесь еще тут есть еще черти заходят. Чечня очень мала, чтобы с РФ тягаться, даже если бы вам поставляли оружие. Нет, почему же? Нам не поставляли оружие, и мы первую русско-чеченскую войну дали пинка, и русских вынудили сесть за стол переговоров и выкинуть их. Принуждение к миру. Помните, в Грузии русские начали операцию принуждения к миру, так называемую. Так вот, это было то, что сделали мы. Если вы обратите внимание, все действия, которые вела Россия после того, как воевала с нами и в Грузии, и потом в Сирии, и сейчас в Украине, она ведет по нашим лекалам. Она ведет, обучалась у нас. Захваты городов, тактика, все остальное применяется так, как используются методы наших бойцов. Точно так же используются и другие политические, идеологические, пропагандистские трюки, которые использовали чеченцы. Очень много сходства в этом, очень много аналогий. Если бы нам оказали бы такую помощь, как сейчас ее оказывают Украине, то, конечно, бы войны в Украине сейчас не было бы. Так, с чего? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам, поляница. У вас будет шанс после войны. У вас будет шанс после войны с Украиной. Не понял. Так, тут черти еще зашли. Да, Dark Horse, он про себя. Так, подождите, я этого тогда заблокирую, потому что, просто вызывающее. Так.
Да-да, ватников набегает. Я враг номер один у них. Поэтому набегают сразу же. Ты грузинский еврей, говорит. Ты талиб. Вот у вас разброс просто от грузинского еврея до талиба. Так, поздравляем с Польской. Адам, Польша, приветствую вас. Так, так. Почему не хотите ислам Ичкерии? Сайфула, это наглая ложь. Как мы не хотим ислам, будучи мусульманами? А, почему вы так перевираете? Почему вы на нас ложь льете только лишь за то, что мы боремся с фашистской Россией? Почему вы слушаете разный бред, обман? Почему мы не хотим ислам? Ислам в нас, наша семья, наши родители мусульмане, все вокруг наши родственники мусульмане. Как мы можем не хотеть, Сайфула? О чем ты говоришь? Это же наглая ложь. Нет, конечно. Мы не хотим средневековья в нашей стране. Мы хотим наше государство, которое у нас есть. Мы хотим демократическую, правовую Чеченскую республику Ичкерия. Потому что другой у нас нет, понимаешь? Другой нет. Все остальное это ложь и обман. Спасибо, народное, все остальные, спасибо за подарки, друзья. Джахар, группа Салам из Тбилиси. Салам, Гамарджоба, Грузия. Народне, дуже дякую. Баркалон. Пусть Аллах оберегает свободный народ Ичкерии. Спасибо, Виталий. Дякую. Так, уважаемый, где твоя родина? Ты явно в Европе. Да. Привет от ЗСУ, Кент. ЗСУ сила, Дион, а не какая-то там Ахмат, Дион. Слава Украине. Очень много спамеров и распаливания ненависти. Да, я на особом у них счету. Не волнуйтесь, вам еще много что предстоит узнать, как они на меня охотятся. Чечня это и есть Россия. Ты много не говори, ваш Кадыров это даже говорит лично. Какие же вы тупые. Ичкерия, Украина с вами. Спасибо, Жанна. Бывший мэр Одессы Эдуард Гуровиц летал к Яндарбиеву. Супер. Аслан, салам алейкум от украинца. Ва алейкум ассалам, Украина. Ассалам алейкум от Франции. Ва алейкум салам, BMW М6. Да, у меня была такая машина, BMW М6. А где вы находитесь? Ва алейкум салам, Эйларе. Где вы находитесь? Германия, город Гамбург. Только не каждые 5 минут не заходите, не спрашивайте меня об этом. Так. Привет, вид ЗСУ. Видосишь. Слава ЗСУ, видосишь. Чечения, армяне, братья против любого врага. Интересно. Слава Украине, героям слава. Слава Ичкерии, смерть ворогам. Аминь. Слава с вами. Так, это я не буду читать. Почему Басаев совершил самосуд, когда в исламе он запрещен? Когда он совершил самосуд? Что за бред ты говоришь? Ассаламу алейкум, бро. Ичкерия будет свободная страна, машалла. Рокет роком. Ва алейкум ассалам. Да, дай бог. Слава Ичкерии. Грегор Марошан. Извиняюсь, Грегор. Героям слава. Спасибо, Грегор. А вы за Украину или за Россию? Я чеченец. И этим сказано все. Ни один чеченец никогда не будет за фашистскую Россию. Если он за фашистскую Россию, либо вы ему к виску приставили пистолет, в прямом или в переносном смысле этого слова, либо он не чеченец, да он. Крымца Украина, не то слово, да он.
Даже Белгород, я бы сказал, Украина. Какая Россия? Какая? Так, спасибо, народное, за... Так. Бродяга, це от, це досить там обошлись. Худиц, Аллах, она может. Ах, омего. Ичкерия Гамаджоба. Кагимаджос. Братья, мы с вами. Дуже дякую. Так, Дагестан, Ахмат сильный, а Украина не трогаю, Борнео, ой, вот так. А чего Херсон вчера не освободили? Наступали, ничего не вышло. Все нормально, Ванюша, не волнуйся, освободим, и пинка дадим, и всех привлечем, всех накажем. Не волнуйся, чуть-чуть подожди, все к тебе придет. Вы уже наказаны, русские, вы уже наказаны. Дякую за твои слова, Стат. Дуже дякую. Империя будет свободна. Империя будет уничтожена. Слава свободной Чечне. Дуже дякую. Дуже дякую за подарки, друзья. Так. Как там дела в Гамбурге? Супер просто. Супер у нас тут. Слава Албании. Отлично. Так. Салам, дай Бог тебе здоровья. Витаю, спасибо и вам того же. Правильно говоришь, Украина с вами. Жанна, спасибо. Добрый день с Молдавии. Молдовы, я бы сказал, Яна. Добрый, Яна. Так, ассаламу алейкум, вараматуллах баракат, сказал сам. Победа Украины, свобода Ичкерии. Ва алейкум ассалам, Нур, спасибо. А мы в Гамбурге, говорит Лена. Очень приятно, Лен. Смешной ты человек. Рад, что я тебя веселю. Это очень хорошо. Смех продлевает жизнь. Я рад, что я смог тебя немножко обрадовать днем. А почему вы там, а не на родине? Ну, потому что моя страна оккупирована русскими фашистами. Почему Кадыров всегда говорит дон-дон? Я уже много раз это говорил. Это слово паразит, которое он использует. Салам алейкум, алейкум ассалам. Ахмад Псина. Так. Здравствуйте, Бусалпса ночи чует. Так. Да здравствует героический чеченский народ, который любит свободу и независимость. Ни от кого, кроме Бога. Так. Эмин. На камеру он это делал. Посмотри в интернете, что делал, друзья. Ичкерия. Ичкерия мусульмане. Ичкерия мусульмане. Чеченцы, ну, наверное, я не могу утверждать за все, 100% мусульмане. Но это не значит, что в Чеченской республике Ичкерия живут все чеченцы и будут жить все чеченцы. Это не так, это никогда так не было. Чеченцы очень толерантные, очень терпимые люди и гуманные люди, поэтому мы любим всех. Вот эти флаги этому свидетельство. Любим, уважаем, и все будут жить в нашей стране. И мусульмане, и не мусульмане, и кто пожелает. Главное, чтобы он соблюдал закон Чеченской республики Ичкерия. Здравствуйте, Запорожье. Здравствуйте, Запорожье. Витаю вас, Уля и Уля. Слава Украине, героям слава. Смотри, Кадыров за тобой приедет. Ну, я жду тебя, Кадырова не приезжает. Привет, Скива, привет. Курчула и сила. Лучший бро, Скризик. Здравствуй, брат. Здравствуй, Гамаджоба, Грузия. Так, ты сейчас назвал всех чеченцев Чечни не чеченцами, я так понял. Я так понял, что грек-красавчик идет к чертовой бабушке, да. Чечня сила, войнах вежери. Ингуш, салам. Ты рассказывал США Уфль. Почему ты так погрузился в нацизм? Почему я погрузился в нацизм? Нет, я в какой-то степени по молодости был немножко националистом, я могу сказать. Это в самом юности. Потом я пожил среди разных многих национальностей. И последней каплей это Кадыров и Путин стали два человека, которые вылечили меня от этого такого легкого недуга. Почему ты так? Умница, ты настоящий чеченец, свободной страны, украинцы с вами. Дуже дякую, Оля. Пономарева, спасибо. Что это тогда было с немецким рэпером Ашер? Что было с немецким рэпером Ашер?
Так, Кадыров за тобой выехал. Один вопрос. Ну, задавай, бродяга, задавай, слушаю тебя. Здравствуйте, у вас есть Бог? В смысле, у меня лично, мой собственный, ты имеешь в виду? Есть один Бог на всех. Я гордый, что знал Джахара Дуда. Он жил в Полтаве, был соседом. Да, это великий человек был. Спасибо, что помните. Слава Украине и Ичкерии. Героям слава. Здравствуйте. Извините, я не понял. А как же Кадыров? Он же, кажется, чеченец. Что? Здравствуйте. И что? Так, большую... Так, да здравствует героический чеченский народ. Так, я тоже читал. Вы поддержите добровольческий батальон имени шейха Мансуджа? И какое у вас мнение? Я поддерживаю всех, кто воюет против фашистской России. Передайте всей Украине привет на чеченском. Салама шалду Украина две. Слава Ичкерии. Героям слава. Очередной. Так. Прими запрос. Виталина. Какой целью Виталина? Ахмат, сила до тебя тоже дойдет. Спасибо, Вересаган, за подарки. Без завтра Кадыра извиняться будешь. Так, ну вы грозите. Оксан, спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Ассаламу алейкум. Из Казахстана. Слава Украине. Александр. Спасибо. Всем спасибо. Когда освободишь? А ты уже мандражуешь, Владик. Не волнуйся, освободим, освободим. Потерпи немножко. Так, привет, свободные Ичкерии из Украины. Витаю, Василий. А почему в Гамбурге в Израиль не пускают? Нет, почему пускают? Меня везде пускают. Ждут с распростертыми объятиями, я бы даже сказал. Салам алейкум всем чеченцам от кусарских лезгин. Ва алейкум ассалам. Салам от казахов. Так, друзья, я перемотаю. Уже более 100 там, по-моему, было. Почему висит флаг Израиля? Они убивают так. Мимо проходим, да. Когда в Чечне будет восстание? Когда ты его поднимешь? Так, взрослый дядя сидит, ТТ, и езжай на фронт. Так я на фронте. Мы помним Шамиля и почетом его память. Хочу спросить, не провокация, каково ваше мнение о Чеченской Республике, а точнее о ее позиции по отношению к УК? Был предателем Америку. Чем занимаюсь? Привет из России. Привет, привет. Здрасте, здорово, здравствуйте всем. Здравствуй, Оксана. Казахстан, Грозный, чеченцы, братья. Да. Эх ты. Так, свобода. Так, друзья, задавайте вопросы. Задавайте ваши вопросы, когда в Чечне начнется. Что начнется, Олег, в Чечне? Вы нам тоже войну хотите? Слава нации, Деон. Героям слава. Я не понимаю украинского. Где ты сидишь? Явно не в Грозном. Так, я думаю, чеченцы уважают Россию. Нет разве? Ну вы с ума сошли? За что вас уважать? Просто ответь честно. Я никого не хочу обидеть, оскорбить. Просто скажите мне, вот, Наталья, Натулья, скажите, за что нам уважать Россию? За что? За то, что вы на протяжении 4 веков нас миллионы убили? Или за последние 2 русско-чеченские войны 30% от числа наших граждан убили? Вы в своем уме вообще? Вы вообще, ну, я понимаю, пропаганда работает, все такое, но вы же не можете отрицать, вы же вчера видели, как вы с лица земли, с лица земли стирали города, села, населенные пункты. Ваши вояки возвращались убитыми, ранеными, психически нездоровыми, там, и так далее, и так далее. Они же вам рассказывали, что вы над нами творили. Вы вообще в своем уме задавать такой вопрос? Вы понимаете, что вы сделали? У вас, наверное, не все в порядке с головой.
уважают Россию. Как ее можно уважать? Нет. Если вы имеете в виду боится, значит уважает, что боимся, что вы наша женщина, дети, вот я выступаю перед вами, да, дома моих родственников пытают, меня здесь убить пытаются, но это ладно, дома людей пытают, там, оскорбляют, там, еще что-то делают. Вы считаете это нормально, что людей пытают только лишь за слова, за то, что я что-то говорю? У вас ведь тоже есть родственники. И у тех, кто берет наших родственников в заложники. У Игоря Кочнева, главаря банды УФСБ по Чеченской Республике, тоже, наверное, есть родственники. Другие там товарищи тоже имеют родственников. Так же нельзя делать. Это же не по-людски, хотя что общего между Россией и людским, человечностью? Ничего. Это фашистское образование, это страна-террорист, которая никогда так и не стала правовым, демократическим, каким-нибудь цивилизованным государством. Это не до государств. Нет у нас уважения к России. Да, к отдельным русским оно есть. К отдельным. К очень небольшому числу. А к России нет. Привет братьям чеченцам от Лезгин. Привет, Лезгин. Привет с Грузии. Джохар Мусаевич был величайшим человеком. Джохар Мусаевич мой кумир. Да, Грузия, привет. Так, слава Богу, Аллаху, никому больше. Вот, так, сколько немножко времени потерпеть еще. Не волнуйся, все исправится скоро. Привет из Чехии. Привет, Чехия. Привет. А вы кто? Когда в Чечне будет восстание? А рубайте еще в вашей команде или она уже дорогу вам открыла, говорит Марина. А что ты, Марина? Какую дорогу она нам открыла? Что у тебя, Марина? Где у тебя беспокоит? Покажи мне. Болит, да? Я не понимаю Украину. Так, Азербайджан, саламлар. Салам, Азербайджан. Вопрос чуть длинный. Ну, задай, напиши тогда. Привет с Донецкой области. Привет. Слава Украине, слава Грузии, слава Ичкерии. Героям слава. Вот это настоящий чеченец. Дуже дякую. Конечно, и нас подавляющее таких, я вам скажу. Вара Максимус. Так, мимо проходим, говорим, ты не чеченец и не мусульманин. Мимо проходим, говорит, ты не чеченец и не мусульманин. Не понял? Кадыровцы трупы. Отлично у тебя фронт. Каждый заслуживает, получает то, что он заслуживает. Сильным улыбается удача. Ты тоже учись и тоже станешь таким, как я. Все, что он убежал своей родины. То, что он убежался так. Слава в Европе. А ты кто? Шамиль Басаев был предателем? Кого предателем? Вы о чем? Вы чего, ребята? Привет с Луганской области. Витаю, Луганск. Салом из Узбекистана. Салом. Что скажешь насчет израильского флага? Что я могу сказать насчет израильского флага? Супер просто флаг. Спасибо всем, кто убивает русских, говорит тиктокер. Всем бы такие чистые головы, как у вас. Спасибо, скандинавец. Привет, привет, витаю, Луганск. Так. За что воюют кадыровцы в Украине? Какая мотивация у них? Деньги, деньги. Ассаламу алейкум, брат. Почему? Хочу сказать, больше Россия будет проводить экспансию тоже в Средней Азии. Ва алейкум ассалам, Умар. Да, 100% это будет и Казахстан, и другие республики бывшего Советского Союза. Это 100%. Если они справятся с Украиной. Но с Украиной они не справятся никогда. Далмула. Правда, что Джохар Дудаев кем был по национальности? Корни турецкие. Нет, неправда. Джохар Дудаев был чистокровным чеченцем. И ничего, там много про него рассказать. Так. Слава Украине, героям слава. Так. Друзья, у вас, я смотрю, общение.
Это слово паразит. Дон, это он не говорит дон, я это много раз говорю. Он говорит дюхаун. Дюхаун это прошу, наверное. Вот так можно перевести. И он просто это сокращает. Если вы думаете, он говорит по-русски плохо, вы ошибаетесь. Он по-чеченски говорит так же плохо, как по-русски. А кто для тебя Бандера? Ответь. Кто для меня Бандера? Я с начала русско-украинской войны сменил национальность на чечено-бандеровец, Леон. Кто для меня Бандера? Мой учитель Бандера. И много лжи про него пишут, что я с этим не согласен. Почему ты против мирных русских? Почему я против мирных русских? Ничего подобного. Я защищаю русских. Смотрите, русские, у вас есть такой террорист Гиркин, да, по кличке Стрелков. Так вот этот террорист Гиркин взрывал дома в 99 году для того, чтобы обвинить в этом нас. Он человек Патрушева. Гиркин это человек Патрушева. Для того, чтобы обвинить в этом нас и как повод для нападения. Сейчас же во вторую уже в украинскую войну тоже он фитиль войны поджигал, как он сам об этом рассказывает. Сейчас, когда они не справились с украинской армией, они начали визжать одних бандюгов и вот этих головорезов, бичей со всей России, потом вот этих предателей из Лугандонии. Кстати говоря, их тоже погибло очень много. Следовало бы больше про них говорить, чем про кадыровцев. Но неважно. Короче говоря, когда не справились с украинской армией, начали визжать, в первую очередь, это самый главный визгун, это Гиркин, что нужна всеобщая мобилизация. То есть простых русских парней, которые вообще не было дела до этой войны, пока вот эти ублюдки и террористы начинали войну против Украины. Теперь эти люди будут гибнуть, эти молодые русские парни. Так я враг, который разоблачает вашего Гиркина с 99 года, когда он взрывал вас же русских и убил 307 русских, взорвав. Не только он один, конечно, этот Гиркин там принимал участие. Но были задержаны двое мужчин и одна женщина тогда в Рязани при попытке подрыва 5-го дома. Да, до этого 4 было взорвано. Так вот, я враг русских или Гиркин враг русских? Вы определитесь просто. Он убивает ваш цвет нации. Нас, ладно, нас не жалко. Ни чеченцев, ни украинцев. Не жалко вам. Этими понятиями вы даже не рассуждаете. Это ладно. Вас, ваше будущее поколение, развязав ненужную войну против Чеченской Республики Ичкерия, вас там утилизировали просто, с ума сходили там. Что вы с нами сделали, я даже не говорю просто, потому что вам плевать на это. И сейчас, когда в Украине все зашли, сейчас мы за 3 дня быстренько победим, не получилось, визжит сидит, как баба просто, сидит визжит, нужна всеобщая мобилизация, нам нужно трупами закидать Украину там и так далее. Ну вот, кто из нас враг? Вы просто, знаете, у чеченцев есть пословица, у нас есть пословица. Мужчина не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Понимаете? Станьте русские мужчинами. Просто станьте мужчинами. В чеченском понимании этого слова. Просто определитесь, кто ваш враг. Украинцы вас не убивали. Они вам помогали. Даже войной против нас они вам помогали. Они всегда вас с голода спасали. Они всегда вам, все ученые, все, не знаю, программисты, сегодняшние программисты, инженеры, огромное количество людей, которые внесли вклад, точнее, вы у них украли. Причем вы их убивали, гнобили, морили голодом, ну все вы делали. И все равно с вами хотят думать, вот это поколение. Ну вот сейчас эти успокоятся, эти станут нормальными. Ну не становитесь вы нормально. Ну мы при чем здесь, елки-палки? Мы при чем? Мы не мазохисты, понимаете? Мы не получаем, как вы, удовольствие, когда вас пытают и убивают. Мы от этого не кайфуем. Понимаете? Спасибо за подарки, друзья, спасибо. Русским своих не жалко. Не жалко русских.
Зато у них хватает наглости мне говорить, а вы против русских, когда я каждый раз говорю, что не имеет отношения это ко всем русским, но это имеет к большинству русских отношения. И именно те, кто живет в России и проповедует вот этот империализм. Вот и все. Привет из Украины, слава народу Ичкерии. Привет, витаю вас, Данила. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Эрна Иващенко. Эрна, а я вас знаю. Так, слава Украине, героям слава. Так, слава Джахар, весь Азербайджан. Так. На фуражке, да, на кепке флаг свободной Ичкерии. Молодец, правильно говоришь. Слава Джахару Дудаву. Так. А ты разве чеченец? Самый что ни на есть ее. Я извиняюсь, что у вас за флаг на кепке? Флаг Ичкерии. Слава Ичкерии, героям слава. Жовхар Дудаев, Шамиль Басаев. Да, приветствую русский народ, мои достойные соседи, говорит, по ходу людском. Так, друзья, я перемотаю опять. Вы не устали? Слава Украине, лучше приветствие к народу. Наконец-то адекватный человек, грамотно доносящий мысли. Дуже дякую. На виселицу таких. Так, Аслан, салам, брат. Салам. Так, спасибо, красиво сказал. Пожалуйста, Михаил. Ты в Германии? Да. Брат, это предатель своей родины. Это о ком? Обо мне, что ли? Так, американский песик Златослава Габитова. Габитова, Златослава. Не будь тогда песиком. Зачем тебе? Наша власть самая лучшая. Понял? И те, кто против нас будет идти, все в землю. Тиктокер. Какие вы дерзкие. В интернете делаем. Так, идем дальше. А где флаг Палестины, говорит? В смысле, где? Где-то он есть, наверное, что? Ичкерия, силы, кадыровцы, могила. Совершенно верно. Салам с Азербайджана. Салам, Азербайджан. Одещина, витаю. Витаю, Одесса. Спасибо вам за поддержку. Пожалуйста. На мой вопрос нет ответа. Я пошла. Давай. Так. Ичкерия, так. Тебе платят за это? Ты продался? Нет, Златослава Габитова. Нет, мне не платят. Я даже уже сделал такую вещь. Каждый труд должен оплачиваться. А вы меня постоянно обвиняете в том, что мне платят американцы. И я сделал предложение. Давайте соберитесь все, чтобы вам просто, было что сказать. Я вам честно бы сказал бы, что да, мне платят, если мне платили. Но так как не платят, я вот вам предлагаю вам объединиться вот этим всем моим хейтерам, написать американцам и сказать, заплатите ему зарплату, потому что он делает большую работу. Вы этого не сделали. И я потом подумал, на самом деле, если мне будут платить, я не буду независимым. А моя независимость, она никакими деньгами не измеряется. Поэтому я могу говорить все, что считаю нужным, абсолютно независимо, абсолютно бесплатно, безвозмездно. Буду вас мочить до тех пор, пока будут не замочены все. В информационном плане мы вас уже давно на лопатки положили. В военном плане достигнут паритет. Сегодня уже началось наступление на Херсон. Земли украинские будут освобождаться. Но, опять же, большая проблема, я об этом тоже буду говорить, несмотря, что СБУ, может быть, мной недовольна.
Но, несмотря на все это, я могу сказать, что в тылу у Украины все плохо. И я это наблюдаю вот как обычный наблюдатель. Поэтому в этом плане надо еще будет поработать. Но с этим работают уже, сразу же отреагировали. Я вижу, что Украина хочет победить. Я вижу, что американцы, англичане хотят, чтобы Украина победила. Без всяких «но», «возможно» и так далее. И это произойдет. Фашистская Россия потерпит сокрушительное поражение против Украины. Да, большой ценой. Но Украина, несмотря на это, все войны уносят жизни людей. Особенно жалко детей, женщин, стариков, которые страдают. Русские фашисты убивают все живое. Живое имеют не только людей, но и животных. Они грабят, ну вы знаете все, да, мы все знаем, кто такие русские фашисты и оккупанты. Поэтому вот как-то так, не продался, не продался. От чистого сердца поддерживаю Соединенные Штаты Америки и Украину, и Израиль, и Великобританию, и Литву, и Латвию, и Германию, ну и всех остальных. И, конечно же, НАТО. Это моя мечта, мое желание такое, понимаешь? Войти в НАТО, подружиться с Соединенными Штатами Америки. У нас тоже есть очень много там друзей. Нужно налаживать, восстанавливать связи и так далее, и так далее. Так что все будет Ичкерия. Салам алейкум из Казахстана. Алейкум ассалам, Марат. Что думаете по поводу Эрдоган? Он защитник мусульман или такой же диктатор, как Путин? Я считаю, что Эрдоган просто политик. Конечно же, он не такой диктатор, как Путин, как некоторые говорят. Мне не нравится много вещей, которые иногда выкидывает Эрдоган. Ну, конечно же, он не диктатор, как Путин. И он не защитник мусульман, именно в целом мусульман. Нет. Он защитник турков. И так и должно быть, он президент Турции. Вот и все. Так, салам, братья чеченцы, я уважение относительно Джахарда был леген, я Асхат, Казахстан. Салам, Асхат. Это ты дерзкий в интернете, а мы везде всегда такие. Да? Странно. Так, так. Привет, хейтеры, привет. Привет из Киева, слава Украине, свобода Ичкерии. Я всегда Всевышнего славлю, а не таких, не как эти украинцы, говорит. Так. Луганщина, приветствую. Привет, Луганщина. Так. А вы воевали? Нет, я не воевал. Дал ату бишу, дерейсуль амин. Россия. Ощ. Так. Ну вот, сейчас еще там. Ублюдина к нам еще одна зашла. Вот все, что вы можете написать в комментарии, гадость и все. Боже, храни Америку. Один ночью. Аминь. Господи, благослови Америку, Дион. Слава великому чеченскому народу. Героям слава. Привет із Києва, слава Україні, свободу всім народам. Вітаю, Київ. Дуже дякую. Так, скажите, есть ли у Чечни силы сбросить Кадырова, если Путина уберут? Ну, смотрите, не совсем правильно вы ставите. Вы опять говорите пропаганду. У нас нет проблем скинуть Кадырова вообще никаких. Наша страна оккупирована русскими. Скажите, украинцы, вы можете скинуть Пушилина, если российские войска уйдут за границу 2014 года
международно признанную границу Украины, России? Просто ответьте на этот вопрос. Вы можете скинуть Пушилина? Там и армия у него есть, там уже свои ДНРовские, там уже обкатанные бойцы есть. Вы могли бы победить Пушилина? Я думаю, Пушилина могли бы победить только лишь жители Донецка, только лишь они, не привлекая всю Украину. Вот точно так же. Нет проблем в Кадырове. Проблема в фашистской имперской России, которая применяет биологическое, бактериологическое, химическое, радиационное, все запрещенные бомбы и все методы, которые за вероломство, подлость, коварство, все просто. Вот что вы можете просто придумать в своей голове, просто сесть специально придумать. Вот это все Россия уже делала неоднократно в Чеченской Республике Ичкерия. И она сделала то, что вам даже и не снилось. Не то, чтобы придумать. Даже во сне вы не могли этого себе представить. Вот это все дело фашистская Россия. Поэтому нет проблем с Кадыровым. Есть проблема с фашистской Россией. Слава великому чеченскому народу. Героям слава. Дуже дякую. Слава Украине. Героям слава. США никогда не ставят на проигравших. США сама просто никогда не проигрывает. Крепче, брат. Мой, сомкнем мы ряды. Стая воронов нам не страшна. Мы орлы. Украинец русскоговорящий. Дуже дякую. Согласен. Так, Америка у вас братья, да? Да, Америка для нас братья. На самом деле это так. И это очень ошибочно, что какое-то время чечен, я всегда, конечно, относился хорошо к Америке, но сейчас я хочу, чтобы и чеченцы также увидели, как я вижу Америку. Знаете, фашистская Россия, с которой мы говорили на одном языке, в которой мы жили много лет в одной стране, неважно, как мы туда попали, в эту страну, но факт, мы уже вместе учились, говорили, мы думали, это такие же люди, как мы. Возьмем, например, Украину, да, тоже как бы братья там называли вы их там и так далее, они отказывались от своей атомной бомбы, хотя я считаю, что это было предательство руководства Украины, которое до сих пор не наказано за это, за отказ, за подписание Будапештского меморандума. Так вот, вы, русские, называя украинцев братьями, отказались выполнять, не только отказались, вы вероломно совершили нападение на Украину, а которые вообще не братья, те самые американцы и англичане, они оказались братьями. Вот оно как. Вот оно как. Так, по моим точке зрения, будет долго тянуть. Забежал на минутку и не пожалел. Все в точку, все разумно и аргументированно. Удачи вам. Дуже дякую. По моим точке зрения, будет долго тянет война. Ну, об этом первый же день Байден сказал. Привет из Эстонии. Я вам писал одно видео, у вас много сообщений. Где вы? Вы здесь писали? Сюда вы писали? Сообщений много, вы же видите. Ассаламу алейкум. Моги меги Аллах мокшмаш айтил. Ва алейкум ассалам. Дик адал бухаста. Моя мечта не сбудется. Дубик. Ваш Путин педофил. Ты понимаешь это? Я вам расскажу историю. Ее тоже нужно знать. Тут очень много какие-то там вещи такие русские говорят. У них в центре Москвы огромное количество разных клубов вот этой тематики. И они нам про какие-то там вещи, какую-то там нравственность, какую-то там мораль нам пытаются рассказывать. Я вам расскажу один случай из практики своей. Я работал адвокатом, и это было моим первым делом, когда уже я был адвокатом.
ко мне обратился один мужчина. Он сказал, что его сына похитила его жена. Сына от предыдущего брака похитила жена, вот, которая нынешняя. И она похитила того сына и похитила младшего сына. Своего, то есть. И она мне говорит, и он мне говорит, нужно вот вернуть его сына. И я говорю, ну это не ко мне, эти вопросы должна решать полиция. Я при чем здесь? Тогда это называлось, по-моему, милиция или уже полиция. Неважно. И вот он говорит, мне очень нужна ваша помощь, вот я без вас не справлюсь там и так далее, и так далее. Предложил круглую сумму. Я говорю, ну давайте, ну попробую что-нибудь сделать. Короче, я начал заниматься этим вопросом, и в итоге я установил, где находится сын его, я обратился в полицию, приехал в полицию, вот этот, по несовершеннолетним есть специальный отдел в одном из полицейских там округов Москвы, участков Москвы. И мне там рассказали, что вот этот мой клиент, который мне не заплатил, потом он мне часть заплатил, ну, первоначальный какой-то час для включения, за заключение соглашения, а после этого он меня кинул. Что этот человек состоит в специальной группе. В этой группе приходят отцы, как бы такая с религиозным уклоном. И они говорят, что они все родились без одежды, и вот поэтому молиться Богу, иконам нужно без одежды. И они собирались в большом актовом зале. Это открыто. Туда приходили министры, замы министров, генералы КГБ, генералы МВД и так далее, и так далее. Вот собирается зал. Иностранцы, получить себе там острые ощущения. И выступает проповедник, якобы, ну, несет чушь разную, там, любите друг друга, там, творите добро и так далее. И у него есть книга, как бы книга. И вот эту книгу вы можете приобрести в зале. Я провел полное расследование. У меня есть голосовые, аудио, фото, видео. Я много чего тогда накопал, но не смог пустить это дело для расследования, потому что менты просто отказывались у меня это принимать. И выходят папочки со своими сыночками, 10-летними, 12-летними мальчиками. И кто-то, кто находится в этом зале, он может приобрести книгу. Книга стоит, вот не помню сейчас, по-разному она лавировалась, но там тогда это было около $5000. 150 тысяч рублей это, по-моему, тогда было. Эта книга стоит. Но книгу вам отдает мальчик. Папа его выводит на сцену к этому богу ихнему, проповеднику, который там. И этот бог ихний отдает книжку этому мальчику, и этот мальчик отдает какому-нибудь генералу КГБ, ФСБ, который покупает эту книгу за 150 тысяч. Тогда это было $5000, чуть меньше $5000. Но вместе с этой книгой вот этот генерал, чиновник и так далее берет мальчика за руку и вместе с мальчиком и книгой может спокойно уйти. Там я еще много деталей есть, много грязи, которые я вам не буду рассказывать. Так вот, это происходит открыто в Москве. Об этом, на этом заседании присутствовали люди, имеющие генеральские погоны, которые пользовались вот этой сектой, услугами этой секты. О какой морали, о какой нравственности вы имеете право заикаться, людоеды? Вы людоеды и педофилы. Ваш Путин педофил. Понимаете? О чем вы говорите, друзья? Вы можете это рассказывать кому-нибудь там.
Мы знаем вас изнутри. Так, друзья, много комментариев. Перемотаю. Сохраните, пожалуйста, этот эфир. Абсолютно 100% этот эфир, Елена, если не возникнет каких-то технических проблем, как и все предыдущие эфиры, будет сохранен и выложен на мой канал Reality в YouTube Аслан Арцуев. Я с этим вопросом обращался к журналистам, обращался в полицию. Никто не смел даже заикаться. Кто организовывает? В центре Москвы это все происходило. Кто организовывает? Когда узнавали, все, у всех пропадало желание. Не нашелся никто. Потом, в конце концов, я на одной, мы в независимом пресс-центре на Остоженке проводили, не помню по какому поводу, по одному из поводов проводили пресс-конференцию, и в этот момент ко мне подошла одна журналистка. И я ей сказал, что я обращаюсь ко всем, и никто не хочет заняться этим вопросом. Это нужно более подробно расследовать. Вы не могли бы взяться за это? Она, по-моему, представляла русское радио, что ли, что-то русское христианское радио такое. Что-то такое было. Я ей показал кое-какие вещи, дал послушать, показал, она заинтересовалась. И все, и потом она исчезла. Сказала, нет, извините, я этим заниматься не буду. И так далее. Иншаллах, Кадыров доберется вас. Ичкерия потом будет отвечать, Ахмад Псина, тебе недолго осталось жить. Марин, ну вроде такая, вроде симпатичная девушка, не кукушка. Откуда ты знаешь, сколько мне жить? Ты брат Ходорковского? Нет, я его отец. Так. Вам в Европе дают манны каша. Манны каша я ем всегда дал. И не только, я в Европе дал. Оккупантам недолго осталось жить. Дай бог. Интересно, кто и сколько ему заплатили, чтобы такое сочинить? Халида Мирсаид. Я клянусь Господом Богом, это правда все, что я говорю. Я клянусь Господом Богом. 100% правда. Это только я вам открыл только небольшую завесу этого всего. Там такие вещи творятся, друзья. Спасибо за правду. Не за что, Владимир. Да. Он говорит правду. 100% это правда. Все знают. Мы его тоже сохранили. Дубик, пошел ты знаешь куда, чертила. Ты сохрани. Ты будешь у Путина отвечать. Ага. А как фильм называется? Называется «Виталий». Так, ты говоришь про масонов. Я говорю про русских в центре Москвы. Вы, блин. Сами педофилируют и все на Запад Америку. Вот уже ужас. Это 100% так. Так. Так, слава свободной Ичкерии. Героям слава. Не клянись, ответ будешь держать на том свете. Конечно, буду. И в этом, и на том. Я готов. Рад встретиться с старым знакомым. Мы чат рулетки пересекались. Витаю, Владимир. Славочки, спасибо. Так, у тебя.
Так. А как вообще люди в Чечне? Есть, которые вас поддерживают? Или там уже всех пропагандой промыли? Конечно, есть. 95% чеченцев не хотели бы, чтобы их оккупировали. Это не касается меня. Конечно. Привет из Литвы. Привет, Рената. Литва, приветствую. Так, давай поболтаем, говорит Ростаме. О чем с тобой болтать? Хоть Бога не трогал бы. Халида, чего тебя так задело, Смотри, у тебя имя Халида, Мир Саид, азербайджанка, иранка, кто ты там. За что ты так, за Путина тебе так обидно? Всем известный факт, что Путин любит детей маленьких. Это всем известный факт. Причем не как детей он любит их. Это же никому не секрет. Вы что, для вас что-то новое? Так. В центре Москвы бал у сатаны, как у книг в книге Булгакова. Николай Иванов уже пропустил рассказ. Буду ждать на канале. Да, сегодня же это видео выйдет, Николай. Не волнуйтесь, все увидите. Шамиль Басаев был настоящим воином. Да, именно так. Как вам, Шольц? С каждым днем все больше и больше нравится. Так, вот этот дубик мне надоел, поэтому этот черт идет отсюда. Ичкерия будет свободная. Так, какую правду вы говорите? Повтори, правду. Так, вы за кого? Россию, че за Украину? Я чеченец. И этим все сказано. Так, а как же Ирак, Ливия, Сирия, Иран и много мусульманских стран? Светочка, а ты что вспомнила про Ирак, Сирию, Иран, Ливан и так далее? С чего это ты вспомнила? Ты за себя посуди. Ваша фашистская страна уничтожала все это людей. Ты за себя говори. Миска. Должен ли мужчина быть главным в отношениях? Это что, вы на прием к психологу попали, что ли? Конечно, если меня это касается, то, конечно, именно так делал. Какие отношения у России с Китаем? Не знаю. Дубик, иди, Рудокит, уже он за русским кораблем пошел. Здравствуйте, Слава Дуда, героям слава. Так, мы ногчи, бардак. Так, почему у тебя сзади нету русского флага? Интересно, я знаю, что какие России, они тоже такие же. Ну, я же тебе объяснил, что фашистская Россия мне не интересна, да, понимаете? Фашистская Россия враг всего человечества, всего человечного. Вот как-то так, друзья. Так, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Вы когда-то были в Украине? Да, был. После войны был. Когда я в 16-17 году, в 18 когда-то был. Несколько лет назад был тоже. Скажите, пожалуйста, что значит иншаллах? Иншаллах значит дай Бог, дай Аллах. Бог это Аллах. Привет, маленький человек. Привет. Ты сейчас в Украине? Нет, я сейчас в Германии. А были в Литве? Да, конечно, был в Вильнюсе, был. Люблю, уважаю Литву. Америка белые пушистые? Рита Кова. Нет, Америка не белые пушистые. Вы видели когда-нибудь стража порядка белым и пушистым? Тогда бы он не был бы стражем порядка. Нет. Но это не ублюдочная недострана, как фашистская Россия. Вот и все.
Шольц хороший. С каждым днем все больше и больше мне нравится, я же сказал. Значит, вести стран нету, или это только в Москве происходит. Я не знаю, где есть еще вот эта болезнь, это преступление, ну, это болезнь фактически. Я считаю, это болезнью. Но я вам могу сказать, что я знаю точно, ну, не могу сказать, есть ли это в Германии или где-то в другой стране. Возможно, есть. Но я могу точно сказать, что это есть в фашистской России. Так, на чьей стороне стоите? Слава Украине, героям слава. Привет из Казахстана, война. Привет, Казахстан. Витаю, Америка. Так, черти к нам зашли, да? Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Почему убежал с родины, говорит Витя? Не твоего собачьего ума дело. Привет из Киева. Витаю, Александр. Украина, Полтава, привет. Родина фашизма, Европа, говорит. Родина фашизма – это Россия. Если где-то есть сатанизма, фашизма, педофилии и все остальные грязи, это родина, это фашистская Россия. Хосавашу хатул лонатан. Баркал хаусаваш. У вас в городе много приехали из Украины? Да, очень много у нас. Новая волна. Так-то мы со всеми же с 15-го года. Я тут общаемся, дружим. Но новые сейчас приехали. Так, друзья, подписывайтесь, не забывайте подписываться на наш канал, друзья, ставьте лайки и распространяйте стрим, ссылку на наш стрим, друзья. Слава Украине, героям слава. Героям слава. Привет из Баку. Привет, Баку. Привет. Так, друзья, я так понимаю, комментарии я уже все прочел, поэтому я закончу, наверное, свой стрим. Привет из Херсона. Витаю. Ирина, подождите, не уходите. Как у вас дела в Херсоне? Расскажите. Мне это важно от вас услышать. Бабахи слышны? Идут бои? Напишите, пожалуйста, коротко, если можно. Привет с Израиля. Витаю, Израиль. Витаю. Привет из Картвела ночи. Салам, Картвела. Как относитесь к идеологии Костекского? Никак я не отношусь. Это все пропаганда и бред, который эти люди несут. Костецкие, Мостецкие. Это все ерунда и бред люди несут. Не верьте этим пропагандистам с длинными бородами. Это шарлатаны, мошенники. Они не борются. Не просто я за Костекского говорю. Я про всех их говорю. И чеченоговорящих, и других, и дагестанских, и всех остальных. Это люди, которые никакой пользы не приносят, кроме самим себе. Своему народу никакой пользы от них нет. Я вам скажу, никакого толка от них нет. Мне непонятно просто, для чего их вообще кто-то слушает и поддерживает. Бред вообще полный. Украина маленькая, но сильная. Но я скажу, Украина не маленькая. Ох, я тоже с оккупированной территории. Ужас, что русские творят, пытаются подорвать атомную электростанцию. Подорвать они не подорвут, друзья. Я как раз хотел об этом тоже затронуть тему. Да, взрыв машины Дугиной отправлен
ранее в Донецк, ДНР так называемую, Лугандонию отправлен террорист Гиркин, который начинает войны, убивает русских и так далее. Об этом нам заявил, не дай бог, не узнали бы, заявил нам Арестович. Странно, да, почему Арестович так разрекламировал, что Гиркин, это можно подумать, это атомная бомба туда прибыла. Гиркин прибыл в ДНР, говорит Арестович. Ну ладно, допустим, ошибся, он сморозил. Обычно он в последнее время вообще часто морозить начал. Кстати говоря, дружок Дугина, ваш Арестович. Короче говоря, я считаю, что инсценировка убийства Дарьи Дугиной сделана для того, чтобы Дугина представить фанатиком, у которого погибла дочь. И одновременно обвинить украинцев в этом страшном преступлении. Это террористический акт убийства некомбатанта общественно опасным таким способом. Ей сделают, наверное, пластическую операцию и переправят. И на другое задание отправят. А сам Дугин сейчас будет отправлен в ДНР. Он, скорее всего, выступит на суде против над украинскими военнопленными, где он должен будет сказать, что его дочь должна была какие-то доказательства украинской армии зверств продемонстрировать. Она как журналист, расследователь накопала что-то. И зная об этом, украинцы ее убили, чтобы вот это не стало известно. Вот я это так представляю. У меня нет никакой инсайдерской информации, я еще раз повторяю, ни с одной разведкой мира я не сотрудничаю, никакой информации не получаю. Это чисто мои предположения. И затем убитый горем отец, притворяющийся фанатиком, на самом деле абсолютно никакой не фанатик, за бабки готов все что угодно делать, врать, изворачиваться, что угодно вытворять. И его задача грозить уже взрывом Запорожской атомной электростанции. Что вот я взорву, мою дочь убили. Чтобы наконец-то всерьез отнеслись к той угрозе шантажа атомным оружием Путиным и Патрушевым. Вот для чего было покушение, так называемое убийство и последующее удержание вот сегодня вот этой Запорожской атомной электростанции. И, соответственно, мы все понимаем, что если это была инсценировка, а это была инсценировка, а я вам сейчас объясню почему, это много было случаев у нас в Чеченской Республике, людей сперва доводят до состояния, что они готовы на все, чтобы спасти своих людей, а потом говорят, о, смотрите, это террористы, мы, чеченцы, это все проходили. Мы это все проходили. Они в этом, и именно поэтому я говорю, вот этих всех Пономаревых, как его, Муждабаевых, всех, вы всех пропагандонов, Невзорова пригласили к себе, и они теперь, ну, вроде бы борются с фашистской Россией. Это обман. Украинцы, они вас обманывают. Они делают что-то хорошо, говорят что-то полезное, интересное, там, приятное на слух. Но реально это враги ваши, украинцы. Такие же, как Путин. Поверьте, мы это все прошли. Мы это все прошли. У нас в Чеченской Республике Ичкерия наше руководство, у нас нет руководства как таковое, да, мы разбросаны там, нету, кто нас может представлять. Но люди, которые позиционируют себя какими-то сторонниками Ичкерии, которые якобы боролись за Ичкерию, они сейчас отмывают Муждабаева и Пономарева, агента российских спецслужб, на канале там разных своих там YouTube каналах и так далее. Это все обман, это все ложь, которую они творят. Не верьте, не верьте. Взрыв машины произошел. Непонятно, да?
мотива нет. Ну, зачем взрывать какого-то Дугина? Кто такой Дугин? Кто-то, то его дочь. Дугин остался случайно жив, а вот дочь погибла там и так далее, и так далее. И на суде, это я их же, этих разных вот этих пропагандонов, которые у вас там находятся, их слушая, делаю выводы. Я не получаю информацию от каких-нибудь западных разведок. Я просто сам ее анализирую информацию и прихожу к логическому выводу. Смотрите, убийство военнослужащих, военнопленных вероломно, что запрещено международными конвенциями, вероломство само запрещено. Убийство военнопленных, пытки категорически запрещены. В Еленовке украинских военнопленных было сделано, я тогда же, у меня есть на ютубе это видео, я тогда же на второй или на третий день уже сделал вывод и понял, для чего это делается. И об этом заявил публично. Для того, чтобы украинцы приняли ответные меры. Затем, для того, чтобы спасти своих людей. Сперва я подумал, что это для того, чтобы украинцы начали убивать пленных, которые находятся у них, русских пленных. Но украинцы на это не пойдут. Но это слишком откровенно. Такую подлость украинцы не сделают. Они знают, что вы благородны, что вы находитесь на стороне света. При всем том, что среди вас найдутся, кто может легко кому голову снести и так далее. Не об этом речь. Речь о том, что вы цените жизни своих солдат, а они их не ценят. Они знают, что вы их цените. Им плевать, что вы убьете их пленных. Им важно, это потом Фейкин разговаривает с украинской журналисткой и говорит, берите родственников российских чиновников в плен и чеченцев, которые у вас там есть. И та радуется, тоже дурында. Да, мы теперь знаем, что нам делать. Вы думаете, чеченцы, когда вам рассказывали, что чеченцы берут заложников кого-то, вы думаете, это все делалось ради денег? Нет. Сперва это делалось из искренних, честных побуждений определенными людьми. Потому что у нас брали людей не только воевавших против, не столько даже, сколько мирных людей брали. И потом требовали их как-то обменять на своих военнопленных. Начали брать заложников, военнопленных, где-то там и так далее. А потом подключились бандюги, которые брали в заложники вместе с ФСБшниками людей. И уже у бизнесменов зарабатывали таким образом бабки. Вот Фейкин открыто говорит брать заложников. Я сразу же сказал публично, сделал видео, ни в коем случае этого не делайте, украинцы. Фейкин провокатор, как и Гудков, и как все остальные. Проходит какое-то время, происходит террористический акт. Вас начинают пачкать, понимаете? Я сразу сказал, что это дело, я сперва предположил это разборки, но на второй день я уже окончательно пришел к заключению, что это сделано для того, чтобы украинцев запачкать. Что вы убиваете террористов, вы совершаете террористические акты, убиваете некомбатантов. Это запрещено. Запрещено убивать некомбатантов. Тем более кого? Дугина. Дугин это чмо. Оно ничто. Это симулятор идеолога. Он не идеолог. Он умеет объяснять, умеет рассказывать. А реальная их задача это сохранение власти и денег. Банды КГБ. И всех, кто их обслуживает. Затем Дугин остается жив. Сразу же ФСБ ловит, вычисляет украинку, которая связана с Азовом. И потом сидит Пономарев у Фейкина. И ему рассказывают, что Зеленский, видите ли, этого хочет. Все. Точно так же они сделали из нашего президента Аслана Масхадова террористом, обозвали на весь мир его террористом, и после этого не выдали его даже тело на захоронение. Вот и все, друзья. Вот и все. Чтобы было понятно, с кем вы имеете дело. Идет операция по дискредитации Владимира Зеленского, президента Украины, и украинского сопротивления. Далее идет легендирование симулякра идеолога Дугина для того, чтобы он выступил на суде, а на суде он должен был сказать, будет сказать, это я тоже
полагаю так. Он должен сказать, что вот здесь должна была выступать моя дочь, но эти подлые украинцы убили ее, оборвали ее там священную ее девичью жизнь там и так далее. И вот я вам всем покажу. Вот мы вас всех сейчас расстреляем там и так далее, и так далее. И на этом суде для того, чтобы Украина не стала в истории на правильной стороне, чтобы она не осталась абсолютно кристально чистой, кристально справедливой, чтобы эта борьба не была. У нас была такая борьба, украинцев. Некоторые, может, меня не до конца поймут сейчас, но мы все это на себе прошли. Нашу такую же борьбу, которая во всем мире просто преподносилась и считалась святой, опустили до уровня вот каких-то там радикалов, террористов, каких-то. Причем люди реально остались порядочными и честными, которые сражались. Но само сопротивление вот этой пропагандой было дискредитировано. И вот Дугин скажет, потому что это для них самый кошмарный сон, что Украина выйдет победителем из этой войны, и еще она останется в истории не просто Украины или России, она истории всего человечества останется святой, священной, правильной и так далее, на правильной стороне истории. И вот они должны как угодно вот этого Зеленского, которого сейчас фактически уже ничем нельзя опорочить, ему нужно железобетонные доказательства. А эти железобетонные доказательства будут, если же они заставят обманом, деньгами, через агентуру свою, заставят, если украинцев запачкаться. И вот мы видим развязку. Пономарев говорит, что это Зеленский хотел, поэтому он поднял вот эту там какая-то террористическая русская группа. Какая русская террористическая группа, которая сжигает, кидает бутылки, неизвестно сгорели или нет, на военкоматы, а потом убивает никому неизвестную Дарью Дугину. С какой целью просто? Только лишь для дискредитации Украины. Нет, никому вообще никакой пользы и от убийства что Александра, что Дарьи Дугиных. Но Гиркин отправлен в ДНР, Дугин сейчас туда переберется, будет процесс над украинцами, если у них по плану все пойдет, и мои вот эти планы, которые я озвучиваю сейчас, не испортят их планы. За всем этим стоит Патрушев, не только Путин. В первую очередь это стоит Патрушев, он занимается вот этими всеми подлостями, потому что он именно занимался тем же самым у нас в Чеченской Республике. В эту организацию, это называется РОШ, региональный оперативный штаб или оперативный штаб в целом, который контролируется Патрушев. У нас это назывался в Чеченской Республике РОШ. Туда в этот РОШ входят, это такой теневой кабинет министров-силовиков. Туда входят замминистра МВД, замминистра ФСБ, замминистра обороны и так далее, и так далее. И вроде бы мы смотрим, что Путин и там министр обороны, директор ФСБ, там, министр МВД занимаются какими-то делами, а здесь то же самое совместно занимаются теневые. И вроде бы кажется, а это ГРУ работает или ФСБ? Нет. Это работает ОШ, оперативный штаб, который возглавляет Патрушев. И если Дугин связан, как и отец его, связан с ГРУ, это не значит, что там нет ФСБ. Потому что в РОШ, который возглавляет, у нас так возглавлял, сейчас, наверное, как-то это по-другому все оформлено у них, но действует именно по такой схеме. Здесь существует и ФСБ, и ГРУ. Но главным мозгом всего является, конечно же, ФСБ. Фабрика имперской мысли для удержания власти. Задействование таких симулякров, да, идеологов, как Дугин и другие, является, конечно же, банда ФСБ. Аппарат ФСБ, который всем стратегически планирует,
и направляет свою вот эту преступную организацию. Как-то так, друзья, как-то так. Хорошо, что я не прекратил свой стрим и успел вам это рассказать. Обязательно в следующих стримах я это тоже буду более подробно рассказывать. Я копаю еще, ищу информацию, и все, что буду знать, буду выкладывать. Друзья, а вы как можно больше старайтесь доносить до ваших структур ту информацию, которую вы посчитаете, что она будет полезна. А я считаю, что я говорю, вот в этом плане это полезно. Хотя я это говорил ранее, и они, я думаю, знают, о чем я говорю, что я имею в виду. Так, я выехал, на жаль, а мама у меня там говорит, что да, бабаха сильно слышно. Бабака сильно слышно. Да, там начались движухи. Есть разница между ментами во время войны, что служили, и нынешними. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Если ты имеешь в виду моральную сторону вопроса, ну, конечно, да. Когда ты вчера был в рядах вооруженного сопротивления, а потом перешел на сторону оккупантов, ну, это конченый просто мерзавец и подонок. Но там были разные обстоятельства, я тебе скажу. Людей некоторые вынуждали, но вы можете уехать оттуда. Тот, кто позже пришел, да, молодежь, которая нет работы там, и так далее, на них меньше ответственности. Но есть такой закон иллюстрации. Я не буду говорить про этическую сторону и так далее. Есть закон. Любой человек, который служил оккупационным войскам и не препятствовал их преступной деятельности на своей территории, в своей стране, является преступником. А большей степени он или меньшей, это уже должен определять суд. И никто не имеет права, их не будут всех расстреливать, не всех убивать, они не имеют права занимать никакие посты в государстве. Все. Так. Слава Украине и Грузии. Героям слава! Ичкерия о ваших снах и воспоминаниях. Так, Виктор Абдулаев. За русским кораблем. Спасибо вам от чистого сердца. Чеченцы сильные праведные воины. Спасибо, Алена, спасибо. Гиркин сейчас критикует Путина. Нет, Гиркин не критикует Путина. Гиркину позволено критиковать Путина в определенной степени. Тем самым его авторитет поднимается, потому что за ним стоит Патрушев, поэтому ему можно. Сейчас он даже и этого не делает. Он говорит, некоторые вещи он может сказать, но говорит, я поддерживаю Путина, потому что в этом плане он-то особо сейчас не критикует. Ну, а так, конечно, это матерый террорист, которого ждет хороший суд, где он справедливый. У нас все печально. Сегодня ехала колонна на эвакуацию, их обстреляли градами. И, ребят, это любимое занятие русских. Они наши колонны, они давали коридор, а потом расстреливали. Это их любимое занятие. Расстреливать безоружных людей. Да, есть разница между менталитетом. Респект, бро. Я сейчас покажу. Так. Слава независимой Ичкерии. Так, друзья, вы так много. Владимир Липецкий. За Муждабаева ты не правы. Владимир, если бы вы знали, как они умеют красиво говорить, вы бы не верили бы словам. Вы посчитаете, что вы никакой не патриот, когда вы послушаете их. Если говорят красивые слова, это еще ничего не значит.
Вы как вообще допускаете мысль, что, например, его того друг Бабченко воевал 2 войны против Чеченской Республики Ичкерия? Для вас это не имеет значения, да? Я бы задумался бы, если бы, например, в Грузии или в Украине воевал бы Бабченко, а потом пришел воевать в Чечню и сказал, я за вас там. А мне в Украине сказал, Аслан, не верь, он 2 войны, сперва срочником, потом наемником пошел воевать, а потом и в Грузии он воевал. Он врет, что он был там журналистом, но есть фотография, где он сидит и рядом с ним лежит его автомат, он там что-то ногу перебинтовывает или носки одевает, не помню уж точно. Вы считаете, что если вам, вы даже не представляете уровень лжи, который вам навязывают. Это я не призываю всех заболеть шпиономанией, наоборот, этого нужно остерегаться, но не верьте, всех россиян, всех, мы чеченцы, не россияне, и нам тоже до конца верить всем не нужно, это тоже. Верить только своим, которые изначально никак не были связаны с русскими террористами. Вы даже не представляете, насколько их коварство, их вероломство. Хотя уже пора бы это понять и представить. Уже над вами столько уже совершили. Так. Друзья, я опять перемотаю. Извините, очень много комментариев, поэтому я немножко перемотаю. Как же вы правы. Так, вы поддерживаете? Нет, как я могу поддерживать Путина? Что за бред вообще? Вы видите, у меня вообще этот флаг. О чем вы говорите? Сзади американский, видите? Ладно, может, этот вы еще не знаете. О чем вы говорите? Спасибо, спасибо всем за подарки, друзья, спасибо. Он сидит в Москве. Да, конечно, я сижу в Москве, да. Да, я сижу в Москве, да. С немецким паспортом. Так, как же вы правы? Сейчас точно скажу. Так. Респект, бро. Матемщин Адамдо. Он до Хасан Ват Сувате. В Турции есть памятник Дудаева. Привет, я пропустил. Кто так? Почему вы не с Закаевым? Я не считаю, что человек делает для Ичкерии что-то. Ты тоже неплохо говоришь. Так. Так, как где будет война? Россия и Казахстан. Когда будет война? Если победит, то сразу после победы будет. А если фашистская Россия победит. Но она не победит. Привет с Украины. Витаю. Так, когда вечный или восстан? Виталий Сорян не понял, значит, Израиль с вами, они не хотят ничего слушать. В Америке есть люди, которые поддерживают Путина. Ну и что? Так, что там делает флаг Израиля? Висит. Гордо висит на моей стене. Так. Увидел флаг. Спасибо. Украина, свобода, Ичкерия, свобода. Да. Привет из Баку. Привет. Как относишься к белорусам? Отлично, бульба с укропами. Отлично отношусь. Живе Беларусь. Свободу Ичкерії. Дуже дякую. Дуже дякую. Аминь. Дуже дякую. Есть разница между ментами. Я уже отвечал тебе, Томас, отвечал, или Томас, на твои вопросы. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Еще раз спасибо за подарки. Спасибо, Шиба. Спасибо за все, что делаете. Спасибо, что поддерживаете. Этот стрим вы сможете увидеть на канале Reality в YouTube. Я его скачаю и загружу туда. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Ичкерия. До свидания, друзья. Так, как это выключается опять?